Дорогие друзья, в эфире программа «Формула успеха». Существует ли рецепт успеха? Что для этого необходимо? Много трудиться или с рождения иметь талант, который сделает тебя узнаваемым и принесет признание? На эти вопросы поможет ответить гость сегодняшней программы. Эта девушка невероятно красиво передает воображаемый мир на холст. Она снискала любовь и популярность народа благодаря своим работам. Ее картины колоритны и современны. Наше неповторимое историческое наследие, своеобразная культура вдохновляет художника создавать новые картины. Она нашла свой стиль и рисует то, к чему лежит душа. Внимание на экран. Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует, сказал когда-то Пабло Пикассо. Он чувствует тонкую связь культуры, истории и особенностей 21 века. У каждого иллюстратора свой стиль. Он кроется в мазках кисти, в мельчайших деталях рисунка и темах творчества. Работы Айгерим Карибаевой обращают на себя внимание по всем 3 критериям, а их оригинальный стиль заставляет удивиться. Айгерим – признанный художник. Ее работы пользуются спросом и украшают интерьеры в самых разных уголках нашей страны и мира. Меня вдохновляет просто ежедневная жизнь, ежедневные сюжеты. Мне нравится соединять прошлое и настоящее, и отсюда получается какой-то новый смысл, получается новое видение, да? Картина иллюстратора о главном – о семье, женской доле, материнском счастье. Она рисует образы, которые отражают ее внутреннее состояние. Свои принты художница выпускает, в том числе в виде постеров, открыток, женских аксессуаров. Предметы быта, предметы интерьера, предметы одежды. Для меня это бесконечно красиво. Какой-нибудь чапан расшитый или какая-нибудь обувь. Для меня это бесконечно красиво, и когда я это передаю в своих работах и на такой современный лад, я понимаю, что через это я обращаю внимание как наших соотечественников, да, как и внимание иностранных покупателей к моей культуре. Айгерим Карибаева является победителем проекта «100 новых лиц Казахстана». Она – бренд-оформитель продукции известной кондитерской фабрики «Рахат», автор мерча-партнера «Экспо Дубай 2022», создатель проекта «Арт Айка». Останавливаться на достигнутом мастер кисти не собирается. Она будет и дальше создавать прекрасное, ведь это ее формула успеха. Итак, ровно через секунду выйдет наш герой и ответит на все ваши вопросы. Приветствуем в студии победитель проекта «100 новых лиц Казахстана», художник, иллюстратор, бренд-оформитель продукции известной кондитерской фабрики «Рахат», автор мерча-партнера «Экспо Дубай 2022», создатель проекта «Арт Айка». Поприветствуем Айгерим Карибаева! Айгерим, ребятам в студии не терпится задать свои вопросы, но мы перед началом нашей программы объясним вам правила. Вы трижды можете отказаться отвечать на вопрос, если вопрос вам покажется сугубо личным или некорректным. Автору самого лучшего вопроса вы вручаете свой презент. Вы согласны с нашими условиями? Согласна. Ну хорошо, в таком случае мы готовы засыпать вас нашими вопросами. Итак, ребята, кто готов? Да, прошу. В жизни каждой выдающейся личности есть особый момент, который становится толчком для развития его творчества. Скажите, а для вас что стало подобным толчком? Ну, во-первых, по поводу выдающейся личности, да, если этот вопрос обращен ко мне, я себя выдающейся личностью пока не считаю. Это, наверное, должно пройти, это отрезок жизни, да, должен пройти. Но толчок в творчестве, он, конечно, есть. И он бывает не один в жизни, их бывает несколько. Он бывает в период, когда вы только вот растете, да, в детский период, в подростковый период, в период, когда вы выбираете, куда дальше идти. И на каждом этом отрезке жизни у вас будут эти моменты, они такие переломные, они сложные. Вот. И когда, конечно, ты уже определенный путь проходишь, ты уже в голове складывается эта картинка, из чего состоял, да, твой путь, в чем была сложность, и где вот эти вот точки перепутья,
на которых ты был, и которые дают тебе вот этот толчок. У меня таких моментов было несколько. Это первое, это поступление в Академию искусств. Да, это то, что я уже осознанно выбрала свой выбор. Вторая точка была, это мое материнство. Во второй декрет я уже подумала, что мне хочется заниматься тем, чем я всю жизнь хочу заниматься, это уйти полностью в творчество, позволить себе это, быть художником, уже самостоятельно производить творчество, да, а там уже посмотрим, как оно будет ли отклик у людей, да, вот, поэтому если из такой подвести вывод, да, что, наверное, на вашем пути в жизни тоже будет много таких вот отправных точек. Какие самые раздражающие или обидные слова вы встречали за свою карьеру? Я никогда не была тем ребенком, школьником, да, в детстве, которым гордятся, например, там, учителя или гордятся родители. То есть я всегда испытывала, то есть я росла в любящей атмосфере, да, это тоже очень важно. То есть я понимала, что меня любят, но за меня очень сильно переживали мои родные. И самое болезненное слово, от которого я выросла, да, это бестолковое. И это транслировалось со стороны взрослых, со стороны учителей, со стороны школы. Я не была той послушной такой вот ученицей, прилежной, да. Ну, наверное, я где-то летала в облаках, и тогда, наверное, уже творческая натура во мне была. Вот. И в 18 лет я расстаюсь с этим словом, потому что я наконец-то попадаю в свою среду художественную, поступаю тяжело и сложно в Академию искусств Жургенова, и там я попадаю в среду, где все бестолковые, где все творческие, где все бестолковые, да, где все неформальные, где все странные, где все такие интроверты, вот. И просто мы художники, просто мы как творческие люди, да, и это есть, вот. Поэтому это было то слово, и я считаю, что это бесценный опыт, потому что это точка роста, потому что это слово заставило меня в какой-то момент двигаться, да, то есть в какой-то момент для меня была мотивация доказать родным, маме, да, что как бы я не бестолкова, что есть за что, как бы, за мои поступки гордиться, да, и то есть это была моя огромная мотивация вообще учиться, работать, достигать, зарабатывать, и как бы, ну, то есть это было замечательно, так что если у вас в жизни что-то не всегда, родные могут поддерживать. Вы наверняка слышали в свою сторону фразу «да у тебя просто талант». Как вы думаете, талант существует и влияет ли он на успех? Мне, наверное, сегодня каждый день, да, пишут, что спасибо большое за ваш талант. Я спокойно к этому отношусь, я не совсем сама еще разобралась, что такое талант. Я очень к себе критичный человек в плане творчества. У меня есть такие две стороны внутри себя, да, то есть я умею себя понимать, хвалить, знать, да, что я сделала, какие цели достигла. Но обратная сторона — это то, что я к себе очень критична, и как бы у меня всегда есть какой-то план, всегда какие-то цели, всегда есть, на кого я ориентируюсь, на кого я равняюсь, кто меня вдохновляет, да, то есть это очень круто, что сегодня есть Инстаграм, да, где я могу видеть всех художников мира, да, и видеть их невероятное мастерство, вот, и для меня талант — это, конечно, когда мы видим творческого человека, у которого классно все получается, да, мы думаем, что он просто талантливый. На самом деле это огромное количество составляющих личности. Талант — это характер, талант — это ваш энтузиазм, талант — это ваш труд, талант — это то, как вы умеете преодолевать препятствия. Талант — это просто ваше желание жить. Вот я так это понимаю, так это чувствую. Бывают ли у вас такие моменты, когда у вас есть желание заняться чем-нибудь другим, кроме искусства? Конечно, бывает. Но в целом все равно весь мой интерес, он завязан на искусстве, на творчестве, на всех его составляющих. Да? Когда ты глубоко находишься в этой профессии, ты понимаешь, что художник — это не только тот, кто вот поставил холст, краски, и вот он рисует. Да? На самом деле, если присмотреться, искусство, оно во всем, везде, в том, как мы носим одежду, это тоже кто-то создает для нас. Да? У меня сегодня получилось сделать там
создать арт-товары, которые стали популярными среди людей, да, с моими работами. Поэтому я хочу, например, развиваться дальше, попробовать еще нишу. То есть, например, сегодня у меня стоит задача сделать детские игрушки, которых, например, у нас в Казахстане еще нету. Они будут, ну, там, от 0 до 3 лет. Я их уже полностью разработала, уже нашла производство, да, и я хочу их запустить. Это будут, например, игрушки тоже немного с национальным колоритом, как казахская сказка. Вот. И это тоже нетипичное, да, то есть это тоже что-то новое, это что-то другое, это производство, да, небольшое. Поэтому мне всегда, как сказать, мне всегда все интересно. Мне всегда интересно попробовать творчество и там, и выставку сделать, и шоурум открыть, и одежду выпустить, и там обои создать, да. Айгерим, случалось ли у вас эмоциональное выгорание? Или бывало ли такое, что у вас опускались руки? И как вы с этим справлялись? Это то, с чем сталкивается большая часть там, творческих людей, с творческим начинанием, что бы они ни делали, да, не обязательно рисовать. Я уже к своим годам уже знаю, как к этому профессионально подойти. Я знаю, я ощущаю это, предчувствую это, да, что вот скоро я уже совсем устану, мне нужен отдых. Вот. Это просто, психика требует расслабления, потому что когда ты в творчестве, то есть твоя голова, она постоянно в напряжении, и ты все время напрягаешь, как сказать, свой ум, свой разум на мысли-образы новые, да, поэтому иногда психика хочет сказать: я хочу отдохнуть, я хочу ничего не делать, вот, и поэтому в этот момент нужно просто отдыхать, нужно просто заботиться о себе, нужно дать себе время, отойти от всего, вот, но у меня этот период очень быстро проходит, может быть, 2-3 дня, и я снова снова загораюсь, я снова хочу делать что-то. Когда вы вышли замуж, вы хотели бы забросить свое художество и заняться домохозяйством? Нет, конечно, никогда такого не было. Это очень сложно, это очень тяжело быть просто, ну, для меня, по крайней мере, быть просто в быту, быть просто в детях, быть, нет, я так не привыкла. Буквально 2 года назад в своем интервью вы говорили, что поддерживаете Стивена Кинга в том, что творить нужно каждый день, а не ждать какого-то вдохновения. Вы по сей день отталкиваетесь от этого, или же, как вы говорили ранее, бывают такие моменты, что вам хочется, проснувшись, сказать: вот, сегодня я займусь семьей, сегодня я не хочу ничего делать, я перенесу все на завтра? Есть такое убеждение, что любой человек творческий, да, он ждет музу, он ждет вдохновения, да, это что-то, какое-то особенное состояние, это что-то такое, на кого-то она снисходит, до кого-то она не доходит, вот, но я считаю, что это какие-то красивые стереотипы, на самом деле музы, мне кажется, ее не существует, это профессиональная мышца, да, такая, то есть вдохновение приходит только в работе. Айгерим, вот вы выбрали направление этномодернизм. Почему именно оно? Почему там не пейзаж, не натюрморт, а именно этномодернизм? Все говорят про собственный стиль, я его вижу, да, оказывается, в целом, там, через все мои работы, там, прослеживается, там, такая-то линия, там, например, да, я больше, там, позитивный художник, да, там, я про добро, про чувства, да, и поэтому это было такой подводящим, как итог, я назвала это этномодернизмом. В целом, просто сюжеты, которые я изображаю, это какой-то микс всего, что я люблю, это про культуру, про творчество, про современные какие-то направления, течения в изобразительном искусстве. Айгерим, очень интересно узнать, есть ли у вас кумиры? Если есть, хотели бы вы с ними встретиться? У меня всегда моим таким кумиром, и, вот действительно кумиром, да, такой вот моей звездой, такой вот путеводной, это всегда была для меня мама моя, вот, это вот для меня такая глобальная фигура в моей жизни. На самом деле на свете так много интересных людей, так много интересных личностей, и просто хотя бы одно удовольствие и счастье наблюдать их деятельность вот в социальных сетях.
У всех творческих людей на их творческом пути встают какие-то проблемы, сложности. Какие проблемы встали у вас на пути? У меня есть право не отвечать, я просто расплачусь. Я не могу ответить на этот вопрос. Были сложности. Мне очень было интересно, есть ли у вас историческая личность, которая бы вас очень сильно интересовала, и почему? Мой любимый художник Ван Гог, мне очень нравится он. И если у вас есть возможность, прочитайте его письма, они называются «Письма к брату Тео». Это его письма, которые он писал своему брату родному, да, и через эти письма, ну, как будто бы ты попадаешь в голову к Ван Гогу, да, и ты от первого лица знаешь его мысли, его чувства. Опишите свой характер 5 словами. Я добрая, я любопытная. Я какая еще? Я энергичная, я уверенная в себе, и я... не знаю. Последнее. Сложно. Последнее, давайте. Ой, не знаю, какая. Давайте мы вас опишем. Давайте ребят. вы, я не знаю. Творческая. Ну, целеустремленная, я Видите, целеустремленная. Айгерим, есть ли у вас работа, которой вы дорожите больше всего? Какой-то такой большой работы в моем творчестве есть вот одна очень большая узнаваемая работа, называется «Навстречу к ветру». Там девушка едет на самокате, она с косичками, она в чапане, да. Эта работа, наверное, моя знаковая в творчестве, потому что по ней меня узнают, по ней как бы люди любят эту работу, они видят в ней вот что-то, какие-то переплетения времен и наше время, вот, поэтому одна из узнаваемых эта работа, а так в целом работы мне все очень, ну, дороги. Айгерим, в нашем Казахстане полно новых и молодых начинающих художников. Вы бы хотели как-то создать проекты именно с ними? Наверное, в будущем это будут какие-то коллаборации. Может быть, я помогу. Я считаю, что я в целом помогаю молодым ребятам. Айгерим, какой совет вы можете дать молодежи в поиске себя? Находите людей, которые вас вдохновляют, находите их через интернет, создавайте внутри себя вот этот вот мир, вдохновляйтесь их творчеством, старайтесь повторить чей-то, старайтесь анализировать, да, чью-то деятельность, которая вам нравится. Айгерим, мы плавно перешли к кульминации нашей программы. Настало время выбрать лучший вопрос сегодняшней программы. И на ваш взгляд, какой был самый интересный вопрос? И прямо сейчас мы просим вас озвучить его и вручить ваш презент. Вопрос, на который, мне кажется, я ответила максимально откровенно, да, это вопрос о слове, которое что? Ну, от которого было немного больно, да, это было точкой роста. Вот, поэтому это вам подарок от меня. Итак, время вопросов от наших зрителей подошло к концу. Теперь мы переходим к следующей стадии нашей программы. Теперь вы будете задавать вопросы нашим гостям. Так, наверняка у вас есть какие-либо, скажем так, накопившиеся вопросы, и наши зрители с удовольствием на них ответят. Так, прошу. Комплекс вопросов, да? У меня есть вопрос к вам. Есть ли у вас цели в вашей жизни, да? Раз. Что вам мешает дойти до этой цели? И что вы готовы сделать, да, для этой цели? Ну, я тоже веб-дизайнер по профессии. Также после колледжа я хочу поступить на архитектора и начать смещать свою профессию веб-дизайнер с архитектором. Мешают мне вот моей цели также мои родители, которые... Так же, как и вам, говорят то, что я бестолковая, у меня ничего не получится, то, что зря я все это пытаюсь. Но я не обращаю на это внимания, потому что я знаю то, что если я захочу, то я сделаю. Ой, я вас верю. Вас верю, у вас все получится. Ну, я по профессии будущий учитель, и я бы хотела, моя цель заключается в том, чтобы из меня вышел отличный учитель. То есть, приходя в школу на урок, хочу его проводить так, чтобы дети не хотели с него уходить. Прекрасная цель, вообще высокая цель. И пусть так и будет. Так и будет, значит. Знаете, на самом деле, моя цель не состоит
в нахождении себя или в какой-либо профессии. Действительно, цель, чтобы, так скажем, приближившись к вашему возрасту, я не жалел, на самом деле, о своем выборе. У меня была крепкая, дружная семья, у меня была прекрасная работа, на которую я буду ходить с удовольствием. Я по профессии на данный момент супервайзер, но во втором курсе собираюсь пойти на дизайнера. У меня также много целей, но на данный момент меня удерживает только мой опыт. Я была самоучкой, нигде не ходила на всякие художественные курсы. И по вашему интервью я поняла, что вы не только в художестве развиваетесь, но и вы говорили, игрушки собираетесь делать и много другое. Я также пытаюсь себя развить в других спектрах, которые мне интересны. Подытожив наш сегодняшний диалог, хочется спросить следующее. Посоветуйте, пожалуйста, ребятам в студии и нашим телезрителям, как найти себя и быть в гармонии с самим собой. Найти себя нужно через труд. Чтобы реализовать себя в любой сфере, быть учителем или там, я не знаю, вот кто здесь еще, вы должны только это практиковать, только работать. Все ваш уникальный набор качеств, умений, знаний может послужить для вас вашей формулой успеха. Гостья нашей программы Айгерим Карибаева поделилась своей формулой успеха и творческими идеями, за что мы вас, конечно же, искренне благодарим. Ну и хотим пожелать вам новых творческих побед, успехов в вашем деле. Ну и, разумеется, радуйте нас своим творением. И мы ни в коем случае не можем вас отпустить с этой студии с пустыми руками, поэтому торжественно хотим вам вручить следующее. Это подарок, статуэтка, формула успеха, символ успешности и признания, а также книгу «Слова назидания», сокровищницу мудрости великого Абая. Прошу. Спасибо большое. Какая красота. Спасибо. Сегодня искусство сопровождает нас повсюду. Каждый элемент окружающей среды наполнен творчеством. Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует, сказал когда-то Пабло Пикассо. Нарисуйте свою мечту, воплощайте в жизнь свои идеи и замыслы, которые помогут вам быть счастливыми. Огромная любовь к делу и желание творить непременно приведут к успеху. Ищите себя, и успех, несомненно, станет неотъемлемой частью вашей жизни. Всего доброго, до новых встреч! Я открыла для себя очень интересный вид, интересное направление в художестве, в искусстве. Это этномодернизм, который Айгерим сама открыла этот термин. Мне очень понравилось, и Айгерим меня очень вдохновила. Очень красивая женщина, талантливая, целеустремленная. Хочу ей пожелать успехов в ее начинаниях, в ее творчестве. Эта программа дала мне больше уверенности в себе, в своих начинаниях